Тән түгел яңа бір термин барлыққа келді. Цифровые кочевники. Цифровые кочевники. Қазір бетіне біз көрәбіз, кішіге нәрсе керек, ноутбук, интернет, һәм ул теләсә кая эшли ала. Әлбәттә инде ниндидер завод, фабрикалар түгел, махсус юнәлештә эшли торган кешеләр күбесе менә бу лекегә инде без уйлаган идек, бу күчмәнлек бездә ул мәсәлән 9-нчы гасырлардан, 10-нчы гасырдан юкка чыккан, менә ул күрәсез яңа формада әйләнеп кайта. Һәм инде менә бу безнең тарихи мирасның, бу тарихи байлыкның, тарихи тәҗрибәнең хәзерге күзлектә караганда менә аның кыйммәте нидә? Лилия ханым, сезгә сүзне бирәсем килә. Сейчас или для более широкой аудитории. О мобильности и открытости татар эпохи модернизации и более раннего периода действительно можно говорить очень долго и много. В общем-то, все наши исторические публикации так или иначе об этом. Например, о том, как татары бежали от христианизации, от малоземелья в 17-18 веках на восток. Татары Уфимского уезда. Вот мы сегодня как раз видим, подключились из Уфы тоже мои земляки. Как они себя проявляли в военной, дипломатической службе, соединяли именно служилые татары, российское государство с другими странами. Отсюда же и пословица «татарину толмач не нужен». Конечно, не нужен, если он сам толмачом служил очень часто. И подвижность татар, конечно же, проявлялась и на лашманской службе, это уже больше Закамье, наверное. В поисках корабельного леса они преодолевали большие расстояния, это тоже был вызов. И некоторые умудрялись даже заработать на этом и вкладывали потом заработанные в торговлю. И здесь, конечно же, когда говорим о модернизации, обязательно говорим и о торговле, потому что это та сфера деятельности для татар, где они добились выдающихся успехов. Из торговых караванов XVIII века, начала XIX века, потом уже рождались какие-то солидные купеческие капиталы, торговые дома, товарищества и так далее. Кожа, мыло, текстиль, бумага – это все татарское. И продается оно в России, Китае и Средней Азии. А Панаевы, Юнусовы, Азимовы, Бурнаевы, Усмановы, Хусаиновы богатеют, но также заботятся о народе. Строят мечети, медресе, места для общественного досуга, которые и ныне стоят в городах. Но тут надо сказать, что караваны транспортировали они ведь не только товары, но еще и культуру. И вот это вот новое понимание ислама, богословские знания в XVIII веке шли как раз из Бухары, Самарканда. И татары, которые в тот период испытывали угрозу христианизации благодаря вот этой своей открытости, мобильности, торговцев, шакирдов, они сохранили веру и укрепили религиозную культуру. И более того, вот эти вот путешествия торговцев, шакирдов с целью, с образовательными торговыми целями, они наблюдения за другими народами вот в ходе этих вояжей, они натолкнули на важные выводы о недостатках архаики, традиционного уклада и о необходимости перемен. И мы уже видим в XIX веке зарождение социального запроса на реформирование, на модернизацию. Уже зачатки джадидских идей появляются уже в середине XIX века. Это учение Курсави, Утызамяни, в конце XIX века Шагабудин Марджани. И татары, жившие веками на стыке Европы и Азии, приняли вот этот еще один вызов новой эпохи на объединение Востока и Запада и выдали вот свой вариант, свой симбиоз в виде вот джадидизма. И в обсуждаемой сегодня стратегии развития татарского народа, в общем-то, подчеркиваются все и вот это вот историческое наследие, способствующее формированию адаптивности, мобильности, динамичности татар. И там же говорится о том, что татарский народ соединял всегда в себе и наследие ключевой цивилизации, это широта мышления, это чувство скорости, это мобильность, опять же, да, и, безусловно, какую-то основательность оседлых культур. И какие уроки мы можем извлечь из истории татарского народа, какие моменты могут послужить сегодня вдохновляющим примером?
Здесь нужно отметить, что мобильность, подвижность народа, она ведь никогда не мешала ни единству татар, ни их идентичности. То есть татарин, где бы он ни оказался, в Оренбурге, в Уфе, в Иркутске, на китайской границе или же где-нибудь на севере, в Архангельске, везде он создавал свой собственный мир татарский, свое сообщество. В XIX веке это, конечно же, махалля, это мечеть, школа при ней. То есть сразу же делался вклад в будущее воспитание своих ценностей, то есть передачу своего понимания мира потомкам. Это все было возможно, на мой взгляд, потому что татарин, кочующий или же переселяющийся, он брал с собой не столько материальные ценности с собой, а духовное. Конечно, это определенные знания, умения. Например, поэтому воспроизводились за 1000 километров даже какие-то архитектурные стили. Например, я знаю, что в Сибири вот татарские дома, да, вот крыши татарские, вот, подчеркивают обычно, татарская кухня и так далее. А во-вторых, безусловно, это родной язык как основной инструмент общения, и особенно пока работали свои школы в своей махале. И в-третьих, это вера и традиции, которые выражались в обрядовой стороне повседневной жизни татар, где бы они ни находились. И вот с этим, казалось бы, небольшим набором создавался настоящие татарские миры создавались. И я не случайно привела Архангельск. Там долгое время вообще не было никаких татарских следов. Золотая Орда там не оставила своих следов на русском севере. Но в конце XIX века в Казанской губернии, когда случился неурожай, группа татарских семей переселились туда. И уже в начале XX века мы видим, что они начали активно торговать в Архангельске. Постепенно они построили мечеть, открыли школы и так далее. И примерно в этот же период активно переселялись в Финляндию татары нижегородчины. То есть это к вопросам о мобильности и адаптивности татар. И в начале 20 века торговая сеть, татарская торговая сеть покрывала почти всю Россию. Торговые связи налаживались и с заграничными партнерами, это в основном Европа. То есть в этот период уже происходит переориентация, да, в большей степени на вестернизацию, уже не Бухара и Самарканд определяли рынок. И именно торговцы татарские, они были основной мобильной и мобилизующей силой периода модернизации. Среди них были очень тесные родственные еще связи, это помогало тоже бизнесу, естественно. Например, татарские купцы из Касимова роднились с казанскими, оренбургскими, симбирскими купцами, купеческими семьями. Здесь уже речь идет не о закрытом родовом строе, а о развитии корпоративных связей, которые перетекали в семейно-родственные и другие коммуникации. И то же самое в этот период наблюдалось среди мусульманского духовенства, то есть в семьях мул. И даже когда мы говорим татарский городской язык XIX века с большим количеством арабизмов, фарсизмов, османизмов, это язык корпорации мул. И это была очень престижная корпоративная культура. Вспомните традиционную татарскую колыбельную «Али-бали тербул», «Усибгалим булару», «Медресеве и так далее. То есть вот развитие вот этих социально-корпоративных связей привели потом уже к созданию единого сообщества национальной культуры на этой базе. И когда уже в начале 20 века, после 5-го года, появились газеты, журнал свой, еще ранее заработал книгоиздательское дело, это еще больше объединило татар, и кроме того, печатное издание – это ведь еще реклама татарских товаров, то есть опять же расширяется татарский бизнес, и даже в начале 20 века вот татарская музыка, она тоже благодаря пластинкам превратилась в некий материальный объект и уже транспортируемый объект. Это еще один объединяющий момент. И возвращаясь уже к современным татарам, очень мобильных и разбросанных уже не только по всей России, но и за ее пределами, тоже, мне кажется, объединяют похожие вещи. Все они имеют, в общем-то, нематериальный характер. Это, опять же, вера, иман, религиозная культура, особенно когда речь идет не только о татароязычных татарах, а о русскоязычных и так далее. Посмотрите, какой популярностью, например, пользуются книги Шамиля Аляутдинова, который ведет свои проповеди на русском языке. Дай нам возможность, чтобы мы наполнили историю сегодняшнего дня громадными шедеврами в науке, в культуре, своими фамилиями, именами татарского народа в архитектуре, и чтобы в том числе и Белая мечеть, и та академия, которую собираются строить, и много того, что уже есть, чтобы оно жило и приносило огромную пользу, не превратилось в памятники, чтобы это цвело, чтобы это давало ход новым поколениям, чтобы это раскрывало нашу суть, нашу духовность, наши умы, и чтобы все так же татарский народ был среди лидирующих народов в Российской Федерации с точки зрения и технологий, и ума,
и вклада в науку, в культуру. И, конечно, не терять своего сакрального значения татарский язык. Есть интерес к изучению языка. Здесь вот уже немножко прозвучала, конечно, критика татарского языка, но это ведь системная проблема, и мы должны признать, что язык не всегда может самовоспроизводиться в семье. У нас есть поколенческие проблемы, вот это вот обсуждали как раз на первом семинаре, вот эта проблема воспитания, да, советского воспитания. Şayan bilen Qabatlıyız eni de bor eti de bor eteş de bor ebi de bor Elif bana irenem dostlar bilen И поэтому, наверное, сегодня нужны какие-то новые форматы, может быть, как раз вот обратить внимание на пример вот этих школ при Махале, может быть, какие-то воскресные школы и так далее по изучению татарского языка. И, конечно же, еще один момент – это мум или татарская музыка, объединяющий момент. Можно, конечно, если мы берем интеллектуалов, по-разному относиться к татарской музыке, к татарской эстраде. Да, со современным пониманием и альтернатив. Но нельзя отрицать, что это массовый характер. О, күпме монда кеше, субханалла. Исәмсез сәлам. Сиркенәбез, дуслар. Оңга, солга. Оңга, солга. Я бы сюда еще, конечно, добавила историю, интерес к своему происхождению, историю семьи, малой родины. Это тоже важный вещи момент. Сейчас еще есть. И у современных татар есть важное преимущество – это интернет. Виртуальное пространство, которое не имеет ни границ, ни мгновенной передачи данных. То есть, если мы берем, допустим, Таджима 19 века, читатель написал письмо Гаспринскому Бахчисараю, ждал там несколько месяцев, пока он ответит в своей газете. А сейчас мы даже вот сегодняшний формат онлайн-режиме мы можем сразу же вот обмениваться мнениями. Это, конечно, важный момент. И поэтому нельзя согласиться с мнением, что татарам сегодня чего-то там не хватает, чего-то там, что-то там мешает, например, открытость или глобализация. Это, мне кажется, просто личный выбор каждого. То есть первый вариант – раствориться, быть как все. И второй вариант – сохранить свое лицо, данное тебе предками. И в этом смысле хочу привести прекрасный один только пример. Это астрофизик Рашид Алиевич Сюняев, поскольку я с ним знакома и наблюдала за его семьей тоже. Это человек мира, известный ученый, и помешала ли ему его татарская идентичность в его карьере? Нет, наоборот, мне кажется, только осознание себя татарином, носителем наследия предков, вот этой сложной и великой истории одновременно, они только помогли ему добиться успехов в мировом масштабе. Вы знаете, что я вам могу сказать, что у меня нет другой национальности, кроме татарской. И сомнений в том, что я татарин, у меня никогда не было и нет. А вот что у меня на первом месте, я не знаю. У меня есть подозрение, что все-таки на очень большом месте работа.
Понимаете, на очень большом месте семья. Но мне очень хочется, чтобы мои дети были татары, чтобы мои внучки остались татарками. Понимаете, я понимаю, что в действительности жизнь она непроста, но я бы не хотел, чтобы это была игра в одни ворота, понимаете. И он транслирует вот это свое понимание, осознание себя в этом мире своим детям, внукам, и воспитывает в них, в первую очередь, это уважение к исламу, татарскому языку, интерес к истории татарского народа тоже в его семье вот это важное место занимает. И, конечно, когда человек живет за пределами Татарстана и даже за пределами России, в этом существенную роль играет как раз интернет, как наиболее доступный инструмент дополнительных знаний. Я не говорю, что основных знаний, это, конечно, и семья тоже играет свою роль. И возвращаясь к стратегии, нужно отметить, что документ этот дает нам некое понимание, куда двигаться дальше, на какие базовые элементы стоит обратить внимание. Это, опять же, религия, воспитание, язык, история. И, мне кажется, открытость и мобильность только помогут нам в этом. Спасибо. Рахмат Лехан. Мы можем многое говорить, но кто все это будет реализовывать, если не мы сами? Понимаете, когда люди в Казани, в городе, в котором, по меньшей мере, наверное, 500 или 600 тысяч татар, понимаете, вот в одном месте живут, и когда ты идешь по улицам, и ты не слышишь